Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» и Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, что такое семейный бизнес, как его вести? Тем более, что понятие «семейный бизнес» в России даже не введено законодательно и юридически. Как найти надежного партнера? Как найти, может ли им стать супруг, с которым ты готов быть и в жизни, и в бизнесе? Ну и как, в принципе, построить семейный бизнес с мужем и не развестись? В общем, тема очень сложная сегодня. Замечательная семейная пара у нас сегодня в гостях. Анастасия и Радмир Гильмануровы, генеральный директор и соосновательница Академии «Ментор». Рады вас видеть. Добрый вечер. Почему так сразу засмеялись? Хорошая подводка к теме, что не развестись. Ну, я не знаю, просто многие очень сравнивают, пока готовилась к теме, что создать собственный бизнес вместе – это все равно, что пережить ремонт. А вы как думаете, Радмир? Я наблюдаю традиционный бизнес, где это не семейный бизнес. Это просто люди вот там решили собраться, открыли компанию, развиваются, растут и так далее, ведут свои дела. И просто в семейном бизнесе накладываются две вещи. Это традиционный бизнес плюс межличностные отношения, такие человеческие отношения, то есть семья. То есть как бы два в одном получается, два вектора таких вот. То есть, соответственно, причин для конфликтов, ссор и выяснения отношений гораздо больше. Гораздо больше, да. Ну, у нас прям есть примеры, когда люди строили семейный бизнес, все было прекрасно, открыли небольшое фотоателье и после этого развелись. То есть, как пошли в ЗАГС, да? Открыли фотоателье и так далее. Давайте для начала. Как создавалась семья и как вообще возникла идея? Это же высшая степень доверия, да? То есть это же больше, чем сказать «да» в ЗАГСе, да? Сказать «да, давай, я готова с тобой открыть бизнес». Правильно, да, Радмир? Ну, можно и так сказать, да. Как второй ЗАГС, да, даже? Но высшая ступень. Как решили, как создалась семья и как создался семейный бизнес? Ну, сначала я стала заниматься вообще темой тренингов. Вот, и у меня были свои партнеры, я там тусовалась и была достаточно успешна в этой теме. Так получилось, что на один из проектов пришел Радмир. Вот. Ну, да, я попал в какой-то обучающий курс там был, Да. и вот мы там познакомились. Да, и вот так случилось, что это у нас служебный роман. Так. Иногда семейный бизнес случается из служебных романов. Вот в нашем случае это так. И Радмир пришел в качестве ученика, и, в общем-то, дальше у нас как-то все закружилось, и в результате потом уже этот роман перерос уже в совместный бизнес. Вот. Но ведь здесь нужно же было сказать «да», понимаете? То есть вот это же не просто обручальное кольцо и так далее. Здесь гораздо все выше. Каким образом, ну, были сомнения, скажем так? Конечно. Ну... У тебя были сомнения? Так, у Анастасии были, У у меня Радмира не было нет. сомнений, я что-то не сомневался. Для меня было все четко, понятно. Как-то ясно. Я, наверное, как женщина сомневалась, потому что на тот момент я уже была, у меня был опыт брака, у меня было 2 детей. То есть я, скажем так, в очень такой щепетильной ситуации находилась. И у меня уже был опыт, скажем так, ведения этого бизнеса. Я понимала, насколько это все серьезно. И когда есть опыт, он всегда немножко так настораживает. И я считаю, что вообще мужчина дерзко очень поступил, ну, с точки зрения вообще даже социума. И это был смелый поступок. Вот А так почему у вас потом не было так сомнений, случилось. Радмир? Ну, у меня была полная ясность того, чего я хочу. Да. Потому что у меня была идея, я хотел стать, на тот момент мне было 23 года всего, я хотел стать бизнес-тренером, вообще тренером. Вот выходить, знаете, быть оратором таким, делиться знаниями, что там 23 года. Но я видел картинку, образ там, когда выходит тренер на аудиторию, вещает и доносит какие-то полезные вещи другим людям. Мне эта картинка понравилась, она как-то засела во мне. Ну и потом уже я, собственно, поставил перед собой такую задачу, цель, что я стану обязательно таким тренером. Ну вот, и тут я подвернулась. Я шучу Судьба. на самом Конечно, деле. надо Наоборот, судьба сама дала. Конечно, да, шанс. Давайте приукрашивать, как любая женщина. Ну, давайте. Все происходящее. В конечном итоге из тренингов или картинки бизнес-тренера, да, вырос целый бизнес, Академия «Ментор». Да. То есть во что все это превратилось? Во что реализовались все идеи, все эти амбиции? Чем можно сегодня гордиться? Слушай, мы начинали, наверное, с одного проекта. Сейчас у нас целая, ну, скажем, линейка продуктов, которые мы выпускаем на рынок каждый раз. Каждый год стараемся новые продукты выпустить.
Сейчас это несколько таких основных направлений, их 4 у нас. Это подготовка бизнес-тренеров, конечно же, это обучение коучей, фасилитаторов, модераторов обучаем. Ну, еще там у нас есть узкие направления. Это, например, HR-директора, Да. специалисты в области HR-сферы. Это программа личной эффективности. При этом у нас есть, например, филиалы. Это Казахстан, то есть у нас есть сотрудничество, это Южно-Сахалинск. Вот. И, в общем-то, у нас, скажем так, и мировые партнеры есть, партнеры мирового уровня, международная школа бизнес-тренеров ICBT. То есть есть определенная репутация, она уже сложилась на рынке. И в 2018 году, кстати, в этом году, в 2024, мы подтвердили то, что мы вошли вот в золотую сотню предпринимателей вообще Республики Татарстан. И это приятный бонус такой для нас. Задумались ли когда-нибудь, что вы одна вот это смогли создать? Или все-таки вот этот тандем спровоцировал более резкий рост, взлет? Однозначно. Вот я точно понимаю, что я бы не вытянула сама, однозначно. Вот я лично считаю, что мы усилили друг друга очень сильно. То есть нам повезло, и мне, и Радмиру, то, что у нас и случилась и любовь, и случился бизнес. Вот это реально как судьба. Вот тогда, тогда можно сказать, смелая судьба. Да. Любовь и голуби, да? Мне Да, почему-то «Любовь и голуби». в этой ситуации приходит фильм. Тоже пока готовилась к интервью, почитала в интернете, к чему нужно быть готовыми открывать семейный бизнес, да? Советов много, но первый везде ключевой – решите, кто главный. Об этом важно целесообразно договориться сразу. Ну, действительно, нет ничего хуже, да, чем сражаться за лидерство. Но вот сейчас, даже в титрах, когда мы вас подписываем, вы генеральный директор, а вы сооснователь. Как делили-то? Как делили? Как делили? Кто кого назначал? Хорошо. Кто кого назначал? Как это случилось? Каким образом? У меня такая всегда мысль была, как только есть главный, значит, есть какой-то подчиненный. И уже нет какого-то равноправия. С точки зрения бизнеса мы решили, что мы его будем вести 50 на 50. То есть мы 2 основателя, но мы номинально, конечно же, я там генеральный директор, там, да, Анастасия. Так там, полагается, да? Да, зам генерального. Но это только лишь формально. На самом деле ядро – это то, где мы партнеры вместе. Мы не делим бизнес, там, кто главный, кто выше, кто ниже. Мы всегда на равных. Просто имеем в виду, что есть свои особенности, ну, какие сильные и слабые стороны, и мы начинали смотреть и дополнять друг друга. И поэтому как-то вот функционально все разделилось. И зона ответственности тоже, соответственно. Ну, например, я лучший коммуникатор, это уж очевидно там, да. Как женщина я быстрее строю коммуникации, я, скажем, более хаотична, при этом у меня много, так, я умею славливать тренды. Он, например, более структурный, он очень хорошо тему финансов поддерживает. Ну вот если в бизнесе 50 на 50 поделили, а дома как? Кто генеральный? Сложно сказать. А кто главный дома? Дома. Ну, давайте так, посуду может и он помыть, и я. То есть есть вещи, где, конечно, Радмир однозначно, когда я говорю, идите у папы спросите, и это касается как взрослых, так и маленьких детей. У нас их сейчас на данный момент 4. Вот. Какие-то вещи однозначно он, и где-то я. Ну, слушай, в сложных ситуациях больше я, наверное, да? А в каких-то вот текучих моментов Анастасия. В общем, как страну с колен поднимать, это это его Радмир. задача, да. А вот где сажать помидоры, это моя. Хорошо. Еще один из главных советов. Ну, главное, не бойтесь надоесть друг другу. Да? Многие думают, что супруги так-то дома друг друга иногда сложно выдерживают. А тут получается, ну, реально 24 на 7, да? Да, можно и так сказать. А Анастасия не согласна? Ну, нас на самом деле спасают. Есть моменты, когда мы разъезжаемся, у нас командировки. Радмир очень востребован как специалист, он уезжает в другие города. Мы как успеваем тренер. соскучиться. Мы успеваем, получаем, да. Мы скучаем. Вообще, когда он начинает собираться в дорогу, я уже прямо иногда специально скандальчики устраиваю из категории «я соскучиться». Планирую. Ну, в общем, как-то так, да. А в принципе, как не надоесть на самом деле друг другу? Что нужно делать? Тем более, вот в год семьи, мне кажется, очень актуальный совет. А вот как не надоесть друг другу в семье? Ну, мне кажется, уважать в первую очередь друг друга, поддерживать по-настоящему. Но еще, мне кажется,
все-таки удивлять друг друга. Чем удивляете, Радмир? Чем удивляю? Ну, я иногда бывает так, что когда едем вечером домой, например, я Насте говорю: слушай, я поеду сегодня на свидание. Вот, она спрашивает, там, кому? Я говорю: тебя приглашаю на свидание. Я вечерами иногда приглашаю супругу на свидание, мы устраиваем вечерний променад, там где-нибудь возле Кабана, погуляем возле набережной. Бывает такое. Парке. И сколько лет, Анастасия, вы уже ходите на свидания? С 2003 года. С 2003 То есть года я 21, разгуливаюсь. 21 Ну да. год вы Да. приглашаете Анастасию на Да. свидание. Да. Еще один момент. Не переносите проблемы, то есть не приносите проблемы домой. Да, то есть сложности в бизнесе могут обернуться и так далее. Часто мнения супругов не совпадают, часто споры, разногласия, да. Вот какие способы решения конфликтов, как в бизнесе, так и в семье? Есть ли какие-то общие рецепты и советы? Если есть какие-либо вопросы, которые напрягают, их имеет смысл решать сразу. То есть не затягивать ни в коем Ну случае. да, в моменте сразу обозначивать какие-то ясные вещи, ну, ясность в отношениях и какие-то позиции, да, Да, то есть взглядов. что устраивает, что не устраивает, как мы можем прийти к решению. Все-таки не надо забывать, что мы тренеры личной эффективности оба, и что мы Слушай, коучи. да, и мы- психологи. Да, и психологи. То есть мы умеем это делать, мы понимаем, где мы застреваем, и мы поэтому не затягиваем никогда. Мало того, мы свой персонал к этому приучили. У нас в нашем коллективе так принято, что если что-то происходит, мы поднимаем вопросы быстро и моментально решаем. Ну, то есть у нас, в принципе, и в коллективе-то, как мы иногда смеемся, мы людей берем в семью. Вот, люди приходят к нам, у нас реально есть семьи, которые работают, прям семья работает, муж с супругой, ребята. И при этом, конечно, все бывает. Иногда мы тоже говорим: боже мой, ну сколько можно? Ну, если занимаешься семейным бизнесом, как я думаю, и другой традиционный бизнес, обычный, это 24/7. В любом случае, утром просыпаешься на завтрак, твои коллеги, уже твоя команда сидит за столом у тебя на завтраке. Ну да, или ты просто ложишься спать, у тебя там на одеяле весь твой офис сидит, вот, едешь на работу, все на капоте вместе с тобой. Ну, то есть это всегда, ну, по-другому пока не получается. Может быть, кто-то научился так круто делить бизнес отдельно, семья отдельно. У нас не получается. Мы на самом деле очень включены в то, что мы делаем. А каким образом эти же принципы в семье действуют уже в решении семейных конфликтов? Нет там включить, Анастасия, девочку, включить игнорирование и почти неделю не разговаривать, потому что ты меня не понял? Нет, так не прокатит в нашей семье. Но единственное, на самом деле, мне повезло, у меня муж все-таки специалист в теме межличностных отношений, и он очень быстро считывает эмоциональное состояние мои. И в такой момент он мне обычно говорит: похоже, пора купить тебе юбочку. Какой прекрасный совет. Да, Я думаю, самый лучший. Или свидание, или юбочка. Да, Да? То есть типа того. какие-то два варианта. В принципе, давайте вот если сейчас к серьезному, семейный бизнес на самом деле не существует в России юридически такого понятия, хотя, в принципе, история семейного бизнеса много-много столетий насчитывает. Действительно, торговцы, купцы, все что угодно в нашей истории, это всегда был, конечно, семейный бизнес, когда люди вели. К развитию, конечно, вся семья, да, это и братья, и сестры, и племянники, и так далее, и так далее. Почему, на ваш взгляд, вообще необходимо ли вводить на законодательном уровне понятие семейный бизнес? В чем его основа? Ну и, в принципе, здесь даже не то, что и для экономики страны, но, может быть, и для неких тех самых традиционных ценностей, о которых мы говорили. Но вот сейчас понятие семейное предпринимательство активно начинают продвигать. В нескольких регионах, по-моему, уже есть Да, такое, уже прямо это как, скажем так, юридическая форма. То есть уже в эту сторону стали смотреть. Если, например, во Франции, в Италии, в ФРГ, там, в Германии огромное количество, то есть предприятий, это все семейный бизнес, это традиция. У нас это только-только зарождается. У нас, в принципе, только второе поколение после революции, если смотреть, только второе поколение начинает заходить в бизнес. Ну, то есть, получается, родители построили что-то, и детям надо отдавать. И вопросы, хотят ли дети взять то, что ты создал, это один из самых больных вопросов. Это вопрос наследия, да. К нам очень часто, кстати, приходят на консультации именно по этому вопросу, что дети не берут
то, что тут создал империю, а им не надо. А как поделить этот бизнес? Потому что, как это одна компания, помнишь, нам ребят пришли и говорят о том, что мы строили, наконец построили. Все было прекрасно, но потом мы развелись. И вот мы пожили врозь и бизнес разделили. А теперь мы хотим сойтись вместе, а с бизнесом теперь что делать? Ну, то есть у людей вообще нет понимания. Если в традиционном бизнесе там люди как-то сходятся, хотя бы договора какие-то подписывают, у нас брачный договор даже не принято подписывать. Не то, что там в семейном бизнесе как-то кто чего, как его поделить, даже люди не знают. То есть у нас очень много вопросов по этому поводу. У людей каша в голове, у многих. И с этим надо будет разбираться по-серьезному. То есть это вообще даже, пока больше вызывает недоумение, смех. Вот мы все это создали, даже, да, больше проблем, да, мы это все создали, и что дальше? Дети не готовы бывают принять. Вот, например, у нас есть ситуация, девочка обратилась к нам с вопросом, что папа умер, это огромная империя, заводы, пароходы остались, она не знает, что с этим делать, она понимает, что ее уже начинают обманывать, и у нее личная трагедия, у нее прям фрустрация, она, это из категории «а поеду-ка я на Бали». Решили вопрос, называется, да? Вот. Ну, то есть люди пока не знают, как разбираться с этим. Нужно учить вести семейный бизнес? Я думаю, что да. Прям учиться. И нет же готовых алгоритмов, нет шаблонов под этот вид деятельности. Я думаю, что в традиционном так или иначе он уже как-то более-менее уже ясно, понятно, что делать. Там функционально, зона ответственности, и там должностные инструкции. А здесь ведь что примешивается? Ну, напишешь ты должностные инструкции, но это если твой племянник или там брат-то сват двоюродный, там, да, на него они как бы не влияют. Может не прийти на работу, скажет, вот у меня дома там проблемы, семейные дела. Ты же знаешь, твоя сестра бесконечно устраивает на проблемы. Поэтому я, слушай, вот что-то я там не могу приехать. Там, ну, это другая вообще как бы взаимодействие совсем другое. То есть, в принципе, юридически это нужно прорабатывать на законодательном уровне. Абсолютно, да. Все в эту сторону и идет. Ну и плюс, смотрите, какой минус и плюс есть в семейном бизнесе. Ну, например, даже если взять семью, или там мужчина или женщина уволился с работы, или там по сокращению попал, все равно семья может выровняться за счет того, что один партнер все равно работает. А в семейном бизнесе это же не так. Если семейный бизнес потерпел крах, и он обанкротился, тогда вся семья остается вообще без каких-либо средств к существованию. И тут тоже вопрос возникает. А что с этим Пандемия, делать? например, была. Да. Если где-то как-то могли люди вырулить, то есть здесь у кого семейный бизнес, это для многих это была вообще катастрофа. Вот, поэтому, конечно, хочется рассчитывать на какие-то льготы, и семейные предприниматели об этом говорят. Ну, то есть уже об этом начинают в торгово-промышленной палате рассуждать, в общем, как-то поднимают этот вопрос. Понемножку, потихоньку, но двигаются. Но, по крайней мере, конференции хотя бы на эту тему, форумы какие-то начинают Ну, пока звучать. В формате обсуждения, да, сегодня да, этот пока вопрос только в есть. формате. Ну, вот вы сейчас как раз сказали, что дети не готовы, да? А вот вашу империю? Ну, у нас их 4, при том, что вот 2 старшие дочери у нас в сфере образования, именно бизнес-образования, а вторая дочка у нас в системе нашей работает. Ну, то есть мы ее потихоньку вводим. Вот. Опыт разный, хочу сказать, не всегда позитивный. И это прям такой... Мы его прям проживали сами и проживаем, и мы понимаем, что у нас там дальше внизу подрастают еще 2 дочери. Слушай, ну маленьких. один из таких вот, может быть, кому-то тоже там полезно будет. Чем больше детей в семье, тем риск того, что они не возьмут твой бизнес, меньше. То есть нужно иметь много детей, Да. хотя бы один из них созреть, Выстрелит. например, под фермерское хозяйство, Да. которое Да. там под агрохолдинг, да? Да. Но кто-то хотя бы, ну, скажем так, Шанс выше. да, привыкнет к тому, что его в этот бизнес ввели. Потому что что происходит? Родители работают, получают хороший доход, начинают вкладываться в своих детей и обучать их. И очень часто за границу детей раньше особенно отправляли. И дети возвращаются и говорят, а мне не нужна твоя стоматология, или мне не нужны ваши коровы, сами с ними разбирайтесь, ребят. Вот, и все. Поэтому важно ввести ребенка в бизнес. Никто не знает, как это делать. Вот мы сейчас смотрим, наблюдаем, к нам приходят ребята там советоваться, а что делать, да, каким образом. То есть вот это надо начинать не когда ему 25 и 26 стукнуло, или 30-ка, да, ну, в принципе, да.
там, Потихоньку, с 3-5-летнего да. возраста, в принципе, ребенок должен понимать, что вот это все, это наше общее семейное достояние. Да? И это надо, мало того, нам, вот мы, например, через что мы идем, у нас есть дивиденды у детей, то есть они понимают, что у них какая-то сумма денег ежемесячно откладывается, потому что у них семейный бизнес. Ну, то есть мы потихоньку в это идем. В этой ситуации не всегда много детей интересно, если уже касается дивидендов. Но вот если мы даже сейчас говорим о том, что детей нужно вводить, мы понимаем, что в принципе нужны определенные программы и обучение, в том числе ведению семейного бизнеса. Насколько сегодня вообще есть такие предложения на рынке? На рынке нету. Ну, то есть сейчас никто не знает, что с этим делать. И так вот на уровне, скажем, ну, большой системы пока таких программ нет. Мы смотрели и что-то Мы не нашли. изучали эту Да. тему, смотрели в эту сторону, и пока то, что приходит, мы пока индивидуально работаем. Вот, например, к нам, когда обращаются, мы больше индивидуально сопровождаем людей. Но, в принципе, к разработке некого алгоритма, некой программы вы все-таки, судя по всему, придете. А нам деваться некуда. Вот так получается, что у нас у самих семейный бизнес. Люди уже начинают приходить, и рано или поздно все равно будем посмотреть в эту сторону. Хорошо. Еще по поводу преимуществ сложности семейного бизнеса. Мне кажется, он сложен тем, что вот наемного сотрудника можно уволить, да? Угу. Дочь же сложно увольнять, да? Как в этой ситуации ищете, в принципе, компромисс или как его найти? Или увольнение это всегда, это уже такая последняя, Ну, конечно, это уже последний шаг? это уже последний шанс, да. Но, на мой взгляд, вообще, вот тоже, опять же, да, из категории секретов там, да, не секретов, может быть, рекомендаций. Если вы хотите ввести ребенка в свой бизнес, имеет смысл отправить его на вольные хлеба какое-то время, чтобы он у вас поработал, поснимал модели в других бизнесах, посмотрел, как это, и потом уже через некоторое время вводить его в свой. Потому что это, во-первых, это обогатит вас, обогатит его. Он уже придет со своим социальным капиталом, который он может привнести в ваш бизнес. И очень начинает ценить ребенок то, что его взяли. Ну, после вольных хлебов-то. Да. А еще иногда, если жесткая система была, административная такая жесткая, а когда они приходят в семью, ну, то есть возвращаются, как это блудный сын возвращается, да, конечно же, большая разница создается. Они начинают это ценить, понимать и вкладываться в семью. Хорошо, еще такой вот момент. Часто ли бывает, ну, претензии же у девочек дома часто бывают, да? Вот может ли быть, Радмир, на работе такой, от Анастасии такой вопрос. Мы не выполнили с тобой план производства, потому что ты вот как всегда, как дома носки разбрасываешь, так же и здесь вот неответственно отнесся там к каким-то моментам. Как делить претензии личные и профессиональные? Во-первых, Радмир, было такое или не было? Слушай, я что-то не понял, что у нас такое было. Так жестко, да? Да, ну, мы, конечно, если план там не выполняется, мы расстраиваемся. Ну, по крайней мере, точно не стараемся это выносить на какую-то... Ну, с сотрудниками мы не разговариваем на эту тему. Мы обычно это вдвоем решаем. С точки зрения претензий Да. друг к другу, да. Ну, так, чтобы я вот прям в грубой форме, жестко достаточно там что-то сказал и резко сказал, такого вот я не припомню. Анастасия, а вы? Нет, я вообще считаю так, авторитет в семье папа мамин никогда не теряет в глазах детей. Точно так То же есть не и, опускает, да. И то же самое по отношению, ну, мама по отношению к отцу в семье. То же самое в коллективе. А ведь еще бывает так, что вот когда партнер сильно любит, бизнес-партнер, вот, любит тебя, хочет поддержать и прощает тебе все ошибки. А это вредит бизнесу? Да, тоже вредит. То есть вот две крайности, они всегда, ну, опасны. Тут нужно уметь, мне кажется, с одной стороны, в интересах семьи, с другой стороны, в интересах бизнеса. Баланс такой держать надо, потому что есть моменты, где все-таки слабость, слабина вот это может быть. Потому что у нас и такое было там, помнишь, да? Там, Да. где мы так достаточно лояльно друг к другу относились, а потом это Привлекло к приводило, проблемам, да? не к очень хорошим последствиям. Ну, и Разгребать по-любому нам. И в завершение буквально короткий совет. Тем, кто решил открыть семейный бизнес. Главное правило. Что надо сделать? Договориться на берегу. Ну да. Я бы даже так сказал. Ну, то, что мне помогает выстроить семейный бизнес с тобой, Настя, да, вот однажды один из моих наставников сказал,
Он меня спросил: Радмир, а что такое любовь? Я такой: ну, когда любишь человека, он тебе, ну, дорог, ценен и важен. А у меня, говорит, такое отношение. Подумай, говорит, над этими словами. Он, значит, произносит такую фразу: то, что важно и приоритетно для твоего любимого человека, становится таким же важным и приоритетным для тебя. Вот это любовь. Вот такой любви желаем вам и дальше, сохранив свой семейный бизнес. И нашим телезрителям тоже. Я думаю, что были замечательные советы. И, возможно, все-таки о семейном бизнесе заговорят уже на государственном уровне. И все-таки эта программа поддержки семейных предпринимателей все-таки появится. Будем рады. Благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания.